У нас время закончилось. То есть мы уже перебрали 15 минут. Поэтому это будет как бы... Внимание! Заходите! Я думаю, что мы сделаем традиционными вот такие дни, когда будем собирать всех оставшихся в живых, во-первых, участников московских событий 1987 года, а потом их детей, они тоже имеют право участвовать как продолжатели рода этих людей, патриотов в таких мероприятиях. И мы крупица за крупицей, песчинка за песчинкой восстановим всю истинную картину того, что было, когда происходило с января 1987 года и завершая 1991 года. Начнем с 1987 года. Это как бы наш первый шаг. Это главная цель нашего мероприятия. И поэтому огромное вам спасибо, что все вы откликнулись. Что мы уже первую партию материалов получили. Мы сейчас начнем с ними работать, обрабатывать уже в индивидуальном порядке. И постоянно телефоны, которые мы озвучили. Адрес Мелиферкав, где постоянно у нас работает офис, всегда открыт для вас. Если вы посчитаете нужным передать свои письменные документы, там, воспоминания, прошу, милости просим. Ну, чтобы нашу встречу провести, завершить на такой хорошей, доброй ноте, мы тоже маленький презент подготовили для участников нашего собрания. Мы сделали как раз у нас 30, вот мы взяли по анкетам, у нас получается непосредственно 30 человек, которые непосредственно участвовали в Москве в 1987 году. Вот для этих людей мы подготовили комплект книг, вот 4-5 выпуск, незабываемый именно для этих. Сейчас, когда будет собрание закончится, пожалуйста, кто будет... Не стесняйтесь, подойдите. Подойдите, мы обязательно вручим. Если не подойдете, мы вам по почте отправим. И если кто не участник, тоже подойдите. Да, у нас это есть. Теперь маленькая ремарочка по поводу того, что необходимо делать. Ну, прежде всего, наши прославленные ветераны национального движения поняли, что надо делать. Они собрали постоянно действующее собрание ветеранов национального движения, и первый свой шаг сделали с чего? Они официально лишили полномочий руководителей Меджлиса выступать от имени крымско-татарского народа, как учредители этого института Курултая Меджлиса. Они об этом заявили, и они делают шаг за шагом очень важные, нужные инициативы, заявления, которые никто не может оспорить. Вот сегодня было много предложений по поводу того, что этим собранием давайте мы определим оргруппу и обратимся с письмом ко всем руководителям стран СНГ с тем, чтобы они все вместе, как правопреемники, в том числе тех преступлений, которые были совершены против крымских татар, взяли на себя часть ответственности в решении проблем крымско-татарского народа. Хорошая идея. Вот мы в ближайшее время, поскольку сегодняшнее собрание посвящено другой цели, мы в ближайшее время опять созовем собрание, постоянно действующее собрание ветеранов национального движения, и от имени их, потому что они как бы имеют моральное, по крайней мере, право обращаться к кому угодно от имени крымских татар, и мы обратимся, сделать такое обращение, в том числе руководителям этих государств. В обязательном порядке. Вот. Теперь еще одно. Вот. Мы все говорим, давайте объединяться. Слов одних мало. Объединение не происходит в виртуальном мире. Оно происходит в реальном мире, среди реальных структур и реальных организаций. И вот в целях объединения усилий крымско-татарской общественности и был создан 28 января 2012 года Крымско-татарский народный фонд, который сегодня объединил в себе 17 общественных структур крымских татар, и который поставил перед собой задачу решить вопрос принятия в Украине закона о восстановлении прав и реабилитации репрессивного крымско-татарского народа. И объявил созыв первого чрезвычайного собрания 18 мая. Именно благодаря деятельности фронта
были поднять опять вопрос с альтернативным законом, который 2 года лежал в аналах Верховной Рады, который никто не вспоминал. Но тем не менее мы вместе с вами заставили власти Украины вслух говорить о проблеме, и что проблема принятия закона существует, и мы добьем этот вопрос. Мы сказали, что проведем чрезвычайное собрание 18 мая. Как бы нам тяжело это не было, мы его сделали, провели, и оно было успешно завершено и дало импульс очень многим процессам в нации. И именно на первом собрании мы призвали нацию еще раз собраться на чрезвычайное собрание 18 октября 2012 года. Как раз таки накануне смены власти в Украине, накануне парламентских выборов, вот мы и подведем определенные итоги за полгода деятельности украинской власти и дадим пожелания новой власти, что и как быть и что делать. Конечно же, вескость слова «чрезвычайное собрание» зависит от того, насколько оно представительно. И если бы нам удалось решить вопрос, собрать на такое собрание в качестве делегатов, как, по крайней мере, больше половины представителей всех крымско-татарских семей, которые сегодня проживают в Крыму, а это должно быть не менее 30-35 тысяч. Поверьте мне, это слово, сказанное с Минбера, оно бы дошло не только до Киева, оно дошло бы до всех столиц и СНГ, и Европы, и Азии, и тогда бы наши вопросы решали бы совершенно с другой скоростью и совершенно с другой составляющей. Вот давайте от слов переходить к делу. Вот на первое собрание мы сумели собрать около 1000 людей. Давайте мы все вместе постараемся и соберем делегатами чрезвычайное собрание, ну не менее 5000. Поверьте мне, ситуация 18 октября 2012 года. И выскажем свои пожелания уходящей власти и новой власти. Вот это и будет реальное, настоящее дело, а не бла-бла-бла.